О, процесс идет. Эй, люди. Софишке пришла постелька. Люди. Мы обязательно вам ее покажем, да? Да. Софишкой никто не занимается. Она сама по себе живет. Сначала же нужно помыть ручки, ножки, одеть чистую пижамку. И тогда уже одеть чистую постельку. Когда... Так, не води муру. Так. Мама, это В общем, видите, потолок красится. Вот там не покрашенный, вот здесь уже покрашенный. Вот. Идем вот так вот. Стены и сразу же потолок. Я вот это все стену покрасила. И потолок, вот это моя сторона. Висхан уже здесь идет, посередине. В общем. Купили мы еще 9 банок краски. Краски расход идет огромный. Но ничего не поделаешь. Совершенно. Хоть бы нам хватило этой краски. А? Как вы думаете? Софиш, ну пожалуйста, не балуйся. Но красиво блестит. Блестит, порядок. Не кочегары, мы не плотники. Ой, без детей мне бы была труба. Дети помогают хорошо мне во всем. Везде и всюду. Голова бьет. Какой стал светлый, прям какой-то большой стал навес, кажется, прям просторный какой-то прям, да. А когда еще полы покрасятся, будет красота красотушечная, как Юра говорит. Ай. Глаза, как там? Руки боятся, а глаза или как? Глаза боятся, руки боятся. Анжелика, махай умой. Эй, Дела, Хадела. Анжела говорит, ей кто-то сказал, подружка или кто-то, не знаю, кто-то сказал ей, вот, Анжела, ты постоянно дела делаешь. Ты что, не можешь сказать, не буду я делать, не хочу. Она мне это рассказывала, я повернулась на нее, смотрю, говорю, а ты что сказала? Она смеется, я говорю, ты скажи, ты что, ты не сказала, что мне тогда придется поменять место прописки? В смысле, не хочу. Тут нет ни одного человека, который хочет очень сильно этим заниматься. Дело не в том, что хотим или не хотим. Дело в том, есть такое слово «надо». А вообще я по жизни не люблю лодырей. Это не мои люди. И адрес им не тут. У нас есть тут гражданин среди нас, мы не будем показывать пальцами, который в первую очередь бы этого всего не хотел делать. Но он это делает попереди всех. Как ни странно. Потому что надо работать. Коммунизм, как при коммунизме, да, Вив? В общем, работа кипит, осталось вот этот вот промежуток. Да, Анжела, видишь, ты у меня под ногами. Вот это осталось и кухонные, но кухонные красить и полы це уже другой серии. Потому что, ну, он дверца, видите, покрашен, вот так будет кухонная. На фоне выкрашенных полов, белых стен, это будет чудо из чудес. Вот тут еще, вот тут. В общем, мы это, грунтовка это, конечно же, утром прошлись. Ну, вот так вот, девочки. Теперь можно тут и жить. Особенно, если полы покрасить, это же будет вообще чудо из чудес. Мебель вынесем, красивые повесим. Пледики. Висхан, ну давай, валаси, гинц.
Вот это вот здание после того, как... Это здание, это, знаете, у меня что там внутри? Это мой склад. Там у меня много посуды. Полки сделаны, посуда у меня там. А это тоже будет убираться к чертям собачьим. Как-то по-другому. Это вообще пластик старый, его нужно убрать. И либо что-то новое сделать, либо вообще... Ну, в общем, он очень некрасивый, очень сильно меня бесит. Его нужно убрать. Старый он уже. В общем, вот так вот показываю вам, что сделано, что не сделано, почему не сделано. Навес какой-то стал прям большой. Вот видите, потолок как блестит. Вот это вот осталось закрасить. Сейчас сколько время? 17:24. Как с утра мы вышли, мы буквально зашли на 10 минут покушать, и все это время мы работаем. Ну, представьте, сначала это все полностью, и стены, потолок грунтовкой. Анжела обдирает пол целый день. То нам накрывает на стол, то Софишку там, ну, знаете, с ребенком тоже. То хочу, то это, переодеть, помыть, искупать и все прочее, накормить. А мы с Исханом ни на минуту не останавливались. Работаем, 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 как завещал Владимир Ильич Ленин. Вот так вот. Покажу вам. Девочки, рабочие сегодня были, но этот самый... Они сегодня пораньше уехали, это все нормализуется. Просто у них там в семье одна проблемка. И вот именно в тот день она случилась с их отцом, как они сюда приехали, и она еще не решена. Но они бедные, чтобы вообще, ну, не то, что не появляться. Приехали, поработали, сегодня говорят, будем ездить, все работать, но нужно, надо там, ну, какие-то там у них проблемы. Положили они еще кирпичик сегодня, работали. В общем, вы видите, что уже дело идет. И с той стороны, конечно, они положили вот это вот тут окно будет. Кухня, да, окно. Вот. Вот это будет моя спальня. Большое-большое окно будет. Ну, это рама, да, или как называется? Стеклопакет, правильно? А это со своей постелью носится. Ой, мама родная. Я с нее в шоке, с этой обезьяны. В общем, работа идет. И кладка отличная, девочки. Вы видите, мальчики, что работа идет отлично. Кладка просто классная. Красивая будет очень. Дом обещает быть красивым. Люди, а что там подарочек? Вот что там подарочек такой. Так, люди, ты не балуйся. Хорошо? Мне нравится, что вот когда кирпичи вот так вот выходят, да, красиво бывает. Сам вариант стройки очень красивый. Ну, а почему они стоят дом? Ты бы разобралась, почему они вот так вот кирпич на две стороны это распиливают и вот кладут их. Красивая кладка, ничего не скажешь. Молодцы, ребят. Работают хорошо. Сейчас у них проблема решится там в семье. И дело вообще пойдет. Ну, случилось такое, с кем не бывает. Я тоже на работе будет отпрашиваюсь. Мне то в Хасавюртино, то куда-то. Это люди сказали, балуйтесь? Угу. Они что, балуются? Они очень балуются сильно. Кто? Люди вот эти вот. Почему? Ну, я ж не знаю. Не знаю. Ой, девочки, ну все. Закончили. Визендел. Уже темно на улице. Ау! Мы только закончили. Только закончили. Ну, не кухонные. Красить стены, потолки. Это ужас, сколько работы. Это просто... Мне уже, честно, тошнит. Мне уже плохо от этой краски, клянусь вам.
Просто меня уже тошнит от этой краски. Потом мы людям покажем, потом. Это кошмар. Как же, какой это великий труд. Если бы я знала, что это будет, я бы даже не начинала. Правда. Я лучше что-нибудь другое придумала. Я думала, почему-то валиком быстро покрасить. Вот сегодня целый день прошел. Мы целый день сегодня красим. Мы только в обед на 10 минут зашли и все. А я думала, сегодня и кухню, и полы, ага. Я надышалась краской, мне зато еще на смену идти. Но вы, наверное, уже это будете смотреть завтра, когда я буду на смене. Девочки, клянусь Аллахом, просто я уже не знаю, я в этом мире или в том. До того я устала, до того я надышалась этой краской. Фух. Просто мы спешили, чтобы я хотела сегодня закончить. Все. Но увидит Всевышний, что... Не надо, мы потом людям будем показывать, откроем. Просто не получилось все это сделать сразу. Ну, хорошо, что хоть стены нормально покрасились, блестят, красиво. Сейчас полы покрасить нужно будет и кухонный покрасить. Вот эти вот все диваны, все на место, все это постирать, пледы, все это выстирать. И тогда уже что-то будет. Анжела, я тебе освинц восемь цветов курила. А, куда? Надышались краской, что ли? Анжела Висхану моет голову под краном. У него вся голова в краске, он потолок белен же высокий. И она ему солярки льет, и он растирает голову и с поливальника поливает, чтоб, наверное, чтоб вырос еще. Вадел. Вот это мы потрудились, так потрудились. Представьте эти стены несколько раз, так еще не по одному разу. Она все равно впитывала, мы возвращались еще и еще красили, где там разводы бывали, вот эти места, где, ну, темные оставались, да, это не то, что там прошлись и все, нет, конечно. Несколько раз возвращались и мазали, мазали. Я реально просто, девочка. Я хочу купаться там. Там уже холодно купаться. Мы в ванной будем купаться сегодня, хорошо? Когда? Вечером. Когда водичка будет идти в доме, тепленькая, хорошо? Такая грязная. Сколько дней ты уже сама по себе. Мадина грязь. Ну, платье чистое, волосы грязные. Где? Мама, поснимай волосы. С диван халхарыгум ждая только. Там что там валяется, шишенши. После солярки бутылки еще это все убираем. Ну, в общем, вот так вот. А, хотела вам показать еще белая лилия. Царская лилия белая расцвела. Хотела показать. Блестят стены, красиво. Сейчас покажу фиалку. Как она... Ой, лилия белая. Как она пахнет, девочки. На весь двор у нас сейчас, в данный момент, стоит от нее аромат. Это что-то реально. Мы вчера не поняли, что так пахнет. Что так пахнет? А это... Ой, прям духи. Вот есть вот духи, натуральные духи. Ой, вон еще лилия. Царская лилия, да, по-моему, называют. Машаллах, какая красота. Птички поют. А что ты этот муру водишь, я не пойму. Что ты ноешь? Потом нужно будет, знаете, что перед подкраской полов покосить хорошенько траву, чтобы она прям вообще тонкий слой. И потому что если она уже высокая трава, если покрасить, потом, когда косишь, она летит в разные стороны, то сразу навес выможется. Нужно покосить, тонкий слой траву сделать, а потом покрасить полы.
как пахнет. Это не передать словами. Хотела малину показать, уже не увидите. Столько малины красной. Вообще, уже, наверное, не видно будет. У нас уже темнеет. Петрушку я так и не сорвала, видите? Некогда пока. Нужно сорвать ее в морозильный край. И укроп, и петрушку. Но все некогда, все некогда. Делов сколько. Это вообще. Вон помидоры уже какие высокие. Скоро будут свои помидоры, огурцы. Лук свой есть, укроп, петрушка, малина. Все есть, да? А это с постели носится, чтобы показать вам. Прислали нам новые вещи на обзор. Новый сайт. И я ей заказала постель. Рукусалка. И все, с тех пор нет покоя. Мама, пошли снимай. Я хочу так попробовать. Она мягкая. Что попробовать? Целый день у нас этой постели. Это ж постель, там пододеяльник, простынь, наверное, наволочка. Мама, пошли. Пошли. Иди. Мы пойдем там снимать эту? Снимать? Нет. Мама, что ты сильно? Нет. Пошли. Все, хватит своей А? выключай камеру. Будешь снимать. Хорошо, больше не буду. Девочки, сегодня на смене. Всем доброго времени суток. Видимо, отравление капитальное от этой краски, плохо, тошнота. Голова болит. Сказать про то, что я устала, это как бы ничего не сказать. Но на усталость я никогда не жалуюсь. Почему? Потому что это все проходит, это все ожидаемое. Мы знаем, когда мы работаем, когда особенно массовая работа, о том, что мы устанем. Буквально достаточно отдохнуть, там, как бы ты не устал с вечера, буквально там пораньше лечь спать, отдохнуть, и ты утром встаешь, в принципе, как огурчик. Но тут не то. Не встала я как огурчик, мне вчера было плохо дома. Но я думаю, лягу, посплю, проснусь, утром все будет нормально. Нет. Слабость, тошнота, отпроситься я уже как бы не могла, мне неудобно было. Тут раз София заболела с ножкой, я отпросилась, и опять как-то уже неудобно перед девочками. Я в этом состоянии пришла на работу, потому что, без варианта. Рассказала о своей проблеме, они все в курсе, они же все меня смотрят, они говорят, как нам тебя жалко было, мы видели, киса, что ты там затеяла. Ну, в общем, сразу же мне под капельницу. Вот это от отравления, от токсина, вот всего этого сразу поставили мне капельницу. Тут у нас в Сестринской врач-терапевт сказала сразу, что мне надо. В общем, на месте оказывает помощь девочке моей мне. У меня по плану генеральная уборка в моих палатах сегодня. У нас мы и так убираем каждый день, но вот раз в неделю у нас, вот, например, моя 5-я палата, 3-я палата и процедурная. То есть генералить, все выдраивать, там окна, балкон, двери, умывальник, стены вот эти, которые кафелем, где кран. По плану у меня сегодня это было. Может, после обеда мне легче станет, и я займусь этим делом. Обязательно. Так как на работу пришла, нужно выполнять свои обязанности, никто не виноват в этом, что у меня дома ремонт. Ну, правда, девчонки, я никогда не была лентяйкой. Никогда для меня сделать дела, это не проблема была. Не ленивый человек по жизни с детства. Но просто слабость, просто нет сил. Просто нет сил. И вот тошнит, головокружение, слабость. И вот мне кажется, я вся пропитана краской. Я куда ни пойду, мне везде этот запах, да, вот краски. Вот. Еще вот этот порошок, если был бы белый, полисорб, можно было бы его выпить. Но нужно спросить, может, есть тут где.
В общем, вот такие вот дела. Сегодня я на смене, сейчас прокапаюсь. И после обеда займусь своими делами. Пообедаем. Что мне хочется такого жидкого, знаете, супчика там. Желательно без картошки, просто бывает вермишель, лучок, там, укроп, даже без зажарки. Вот такой вот легкий супчик хочется. В общем, все. Всем биберте дуэлма серии. Всем приятного дня. Всем всего самого наилучшего. В общем, стены нормальные. Стенами я довольна, покрашено, все нормально. Просто там некоторые говорили, там швы убрать, там заметно. Это все ерунда, девочки. В реале оно смотрится все намного лучше, незаметно так уж. И плюс это всего лишь на год. Все равно на следующий год там либо натяжной потолок будет, либо что-то такое, там вот массовый ремонт. Поэтому в этом году все белое. Еще эта снежка, она же такой запах, она как бы чуть-чуть голубизной прям красиво смотрится, блестит. То есть для навеса там все идеально просто, просто идеально. Единственное, мне теперь, даже завтра я приду, я не буду там ничего делать. А завтра, если я приду, завтра мне нужно поехать в колледж с Анжелой. У нее там защита, ну, я хочу с ней поехать. Может, там что надо будет. От меня тоже, может, защита нужна будет. Вот. Я не буду ничего делать, я хочу отдохнуть. Все, я кубал над собой издеваться, над детьми. Все надышались, все уже устали от этого. Нужно немножко передохнуть. Сейчас пускай оно как раз подсохнут, стены хорошо. Все этот запах разветрится, уйдет. И тогда кухонную и полы еще добьем, и все как бы уже. Как раз один день отдохну, 2 дня выходных, потом еще закончим, иншаллах. Вот такие вот дела, девочки. Все, да, пока всем. Всем всего самого хорошего. Дай Аллах вам всем здоровья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Будем с вами строить дом, делать ремонт. Как под навес перееду, сразу же будет, как высохнет, сразу же будет обзор. Платья новые, много привезла, красивые, разные расцветки. Обязательно сделаю обзор.